Опасность за горой. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как угрозы из Афганистана смягчили таджикско-кыргызский пограничный спор. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Аналитики указывают на смягчение приграничных споров между Таджикистаном и Кыргызстаном. Эксперты говорят, что захват Афганистана талибами, возможно, побудил Кыргызстан и Таджикистан к совместному сотрудничеству для скорейшего разрешения своих пограничных споров путем переговоров, чтобы сосредоточиться на угрозах, надвигающихся из Афганистана. Так возобновилось использование зоны отдыха Кум-Мазор в Джамаати-Чаркух, которая была закрыта ровно месяц назад, 24 июля, после перестрелки между кыргызскими и таджикскими пограничниками. Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдула Шамадов сообщил, что вопрос использования Кум-Мазора недавно поднимался во время переговоров между мэрами Исфары и Баткенского района. Итак, теперь дорога к этой оздоровительной лечебной зоне для жителей открыта, и проблем с проездом нет. Кум-Мазорская дорога открыта, и нет никаких препятствий для проезда. Любой желающий может ехать, сказал Шамадов. Кум-Мазор – это зона отдыха в приграничной общине Чаркух, куда ежегодно приезжают сотни жителей Исфары и других районов Таджикистана, чтобы пройти лечение. Как вы относитесь к таким смягчениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Наряду с Кум-Мазором подача воды через границу Кыргызстана возобновлена и на поля Исфары. Источники в приграничных селах Исфары сообщили, что несколько дней назад кыргызские пограничники разрешили им расчистить канал, чтобы вода начала поступать в эти районы. По словам жителей, вода в настоящее время поступает в общину Чаркух, включая поля в районах Кум-Мазор, Кокир и Лангар, по трубопроводу через канал Тараткуль в Кыргызстане. Стоит отметить, что с мая 2020 года после пограничного спора подача воды по трубопроводам в эти районы была остановлена. Из-за этого посевы в некоторых частях Кыргызстана были повреждены, деревья и овощи были уничтожены, а сады высохли. Аналитик по вопросам границы Нимматула Мирсаидов сказал, что открытие дороги Кум-Мазор и приток воды из Тараткульского канала к полям Исфары были позитивным итогом приграничных споров. По его словам, смягчение пограничного спора между двумя соседями вероятно связано с ситуацией в Афганистане, потому что с приходом к власти талибов угроза для Центральной Азии возрастает. Учитывая эту опасность, стороны, возможно, пришли к выводу, что если они не будут коллективно защищать таджикскую границу, существует вероятность того, что некоторые террористические группы ворвутся на таджикскую границу, что будет угрожать всем странам Центральной Азии. По мнению экспертов, перед лицом афганской угрозы обе стороны должны сделать шаг навстречу друг другу. Это может подтолкнуть власти двух стран сообща подготовиться к общей угрозе и своевременно разрешить любые конфликты, прекратить боевые действия и решить пограничные вопросы только путем переговоров, добавил он. Однако Ниматула Мирсаидов напомнил, что в результате сокращения водоснабжения таджикской стороне без воды на приграничных территориях остались и сами кыргызы. В итоге несколько гектаров пашни и деревьев высохли. По его мнению, в этой ситуации кыргызская сторона протестовала против собственных властей, что ускорило положительное решение данного вопроса. Эксперт Бабаджон Икромов сказал, что приток воды из приграничных каналов и открытие дороги на курорт Кум-Мазор станет шагом на пути к дальнейшей стабилизации границы и урегулированию приграничных споров путем переговоров. В войне всегда страдают обе стороны, добавил он. Как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, в дальнейшем будут еще поблажки? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!